Ну давай еще раз покажу, как завязывать петлю. Вот так вот петлю берем. Ага, вот так делаем. Вот сантиметров 5-6, наверное. Загибаем так. Погнули. Потом берем ее вот так вот. Ага. Вот. Вот так вот. И вот уже плоскогубцами тут зажимаем и тянем. Вот за эту сторону. Чтобы узел был потуже. Плоскогубцами зажимаем. И все. Вот она. Вот она. И через нее пускаем. Вот так она и будет стоять. И вот когда этого попадает, ну в тот раз тоже говорил, вот эта вот часть, короче, вот эта часть, вот эту сторону переламывает. Вот так вот зажимает. И все. И, ну вот трос он, то вот на нее, короче, вот правильно загиб надо делать. Вот потом, чтобы повесить, не мучиться с нею. Ну, чтобы поставить, не мучиться с нею. Это, а то начинает то всяко разно крутиться, вертеться, и поставить не получается. Поэтому еще раз. Вот берешь, смотришь, где изгиб. Вот так вот, да? Где вот изгиб? Изгиб пошел где? И вот строго вниз надо ее. Сантиметров 5-6. Вот так вот загнул. Вот так вот. И нажимаем плоскогубцами. Раз. А потом вот берем. Вот так вот. Это где вот загнуто, вот так делаем. Ага. И вот удобнее, короче, вот за эту сторону вот так вот браться пальцами. Здесь плоскогубцы и тянем. Вот. Зажимаем. Вот, да? Здесь маленько тросик перекручен, но ничего. Выправим мы ее. Так вот и получается. Что-то хотел сегодня спокойненько дровами заняться. Сани отремонтировать. Прочее. Но что-то с утра на связь вышел. А тут говорят, где... В тот раз, помните, на Сахатова задавили-то. Там, короче, петли капкана поставил. Вот на той стороне большая стая пришла, говорит. Вот Пашка по своему кругу крутанулся. И как раз там. Мы сейчас поедем. Сейчас поедем, посмотрим, что там они сделали. Придется, наверное, где-то километров 50 отсюда у Саньки у Тигена переночевать. Там на Келлях в тот раз что-то на устье они творили. Тоже следы такие были подозрительные. Взад-вперед бегали. Там бы успеть проверить. Хотел дров натаскать. Что-то вчера вечером на связь вышел, а я что-то, блин, увлекся с этими дровами. Ну там
сухие деревья стояли так удобно, друг к дружку близко. И начал эпидить, доскладывать. И пропустил вечерний сеанс 5-часовой. Вчера бы узнал, что они там были. Я бы уже где-то на полдороги был бы. Сегодня, видишь, только начал собираться, и то до обеда колебался, а потом что-то сердечко не дает покоя. Капканы приторочил сзади. Десять часов. Вчера вечером в 8 приехал. Ну да, к 8 часам вечера приехал. Как только солнце опускается, мороз. И сейчас давит хорошо. Считай, март месяц. Саскалеварда. Давит все равно. Под 50 было. Сегодня с утра 48 было. А сейчас уже 39 где-то. Лишний груз выкинул. Запасной бензин. Бензин про запас раскопал, залился. Лишний груз выкинул. И сейчас надо наличие 30 литров и бак полный. И дамги. Дамги надо рвать. Проверить. Вот. Интересно, что там творится сейчас. Где Васахатова задавили-то. Выставлено-то хорошо там. Считай, уже дней 10 прошло. Так, нет. Выставился я где-то 19-го. Сейчас уже 3 число. Больше 10, 28 дней было в феврале месяце. 28-дневный был месяц февраль. Так вот. Больше 10 дней прошло. Все-таки посмотрим. Да будет день. Ремни еще должны привезти, а то у меня последний ремонт. Ремень, и тот в 5 местах лопнувший уже. От старости, что ли, лопаются они так. Куда? Уже, считай, по 9 лет почти этим ремнем. Как взял, так на них и ездил. С капканом. Капкан улетел. Один. Дальше не знаю. Вот. Следы подошел. Вот по моим же следам заскакивал он туда вверх. Так, тут надо. Все, ушел. Братцев. Одиночка приходил, получается. Получается, одиночка приходил. Где? Там сейчас обойдет. Одиночка приходил. Больше следов уже нет. Лапой попался. Подходили за баранку.
Подходили. Тут вот он и влетел. Буквально вчера, позавчера влетел. Вот, утащил. Метров сколько? 25-30. Тут вот он и бился. Вот эти вот друзья подскакивали, он тут рвался, бился, а вот подошел и обратно по своим следам развернулся. Тут вот, получается, влетел второй. Пройтись, посмотрим, как. Тут капкан маленький стоял, маленький капкан. Надо будет стрелять, как сразу и вижу. То еще лапу вырвать. Уже вырвал. Посмотрим, сейчас пройдемся по следу. Далеко не ушел. Кровушки сколько. Далеко не таскал. Он кровушки сколько. А капкан он оставил. Надо было сверху петлю делать. Вот он, капканчик. Вот пружина мягкая из-за этого, видать, вырвала лапу. Ну, ушел. Вот ионные прыжки. Раз, раз. Два прыжка и потихоньку ушел. Сколько же их тут подходило, так и непонятно. Ладно, сейчас еще петли посмотрим. Как у нас там с петлями дело обстоит. Ладно, все. Этот капкан мы уже на волка не ставим. Ну, сколько протащило? Ну, 15 метров протащило и все. Видишь, капканы же кончились. Вот отремонтировал эти старые волки, которые волки попадали с капкана. Провез, хотел поставить. В тот раз был бы, крупнее капкан стоял бы, уже второй волк был бы. Так вот, ушел гад. Сейчас теперь с ним всегда. Всегда так с ними случается. Постоянно. Это все подходили, получается. И вот этот попался, орать начал, и сюда и на задранку подходить не стали. Ишь, умные какие. Думают головой. Вот же, а? Вот этот попался, и тут крутился тут вокруг. Вот туда не пошел, ага. Вон петля стоит. Ишь, не пошел он. Крутился вокруг этого, который попался. Вот эта петля стоит. Он туда в сторону петли не пошел. Видишь, какой. Ну, короче, походу, это не те волки, которые задавили. Это не те волки, которые задавили. Это парочка, которая вверху была. Вот она и... Вот поэтому это, ну, задранку вообще не подходили. Задранком учуяли, начали крутиться вокруг. Крутились, короче, вокруг этого задранка. И влетел.
влетела, самка влетела. А самец вот обратно прибежит, обратно бежит, прибежит, обратно бежит. Он где-то сейчас здесь, где-то в этой округе. Наверное, сидит. Где-то сидит, зубами скрипит, короче. Он тоже, ага, лапу повредил, ушел. Вырвал капкан из капкана. Следует здоровый. Здоровый волк, ага, самец. Ладно, пойдем притащим. Блин. В тот раз капканов не хватило. И потаск. На такой капкан, да, потаск надо было делать сверху. Вот сюда вот, как навострил, сюда петлю ложить и за нее уже потаск привязывать. Чтоб петля, короче, сверху держала. И этот капкан болтать. Это должен болтаться только. Так надо делать. В тот раз что-то мозги подморозило. Не сообразил. Видишь, как крючок зацепился. Там тормозная колодка. Волчица. Интересный свет, да? Какой-то интересный свет. Ну это, а самец, видишь, подходил, уходил, подходил, уходил. Уже знает. Вот видишь, рядом петля стоит. Вон там тоже петля стоит. И ни хрена. Нет, как его чует уже. Его взять будет очень сложно. Этого самца. Ладно, пускай еще стоит. Оберну. Сепь оберну. Ну, пару суток посидела, если не все 3. Для самки большая самка. Эта парочка уже давно гуляет. Тут появится, уйдет, появится, уйдет. Самодостаточно какие-то была парочка. Года 3 уж точно крутятся туда. Появятся и через месяц-два обратно появляются. Самец ушел. Ну, маленький капкан попался на самца. А там еще 2 капкана стоит же здоровых. Они непосредственно близко к этому. Блин, подумай, да пообратно. Но там сильно сейчас затоптано все. Куда добавлять, неизвестно. Ладно, сейчас маленько оттащим. С километра, полкилометра, да, возле дороги закопаем снег. Потому как все равно обратно посюда ехать. Что я туда ее таскать буду, взять вперед. Ага. Сюда наверх ехал, не было этих следов. Что-то у них тут какой-то крестовый интерес. Старыми следами, короче, тут были. Тут по ним по новой прошлись. Ну вот на спуске там 2 капкана. Капкан воткнул, короче. И там повыше петлю поставил. Это, ну, с обрыва где спрыгивать. Вот за этими. Да вот с елки кухта упала. И воспользовался для подхода к тропке. По ней прошелся, обратно уже под дно следы пришел. Там уже твердо не проваливайся. Вот под обрыв поставил. Посмотрим. Если оттуда сверху будет спрыгивать, может промахнуться. А если снизу, то за 2 лапы может взять. Тогда уже недалеко уйдет. А сверху, если капкан там маленько замедлит срабатывать,
то можете проскочить. Ну и бывало, капкан сработавший стоит, а волк уже ускакал. Успевает, когда этого сверху спускается, у него скорость. Пик, и пока срабатывает, вот успевает ногу убрать. А если вверх, то двумя лапами попадет. Посмотрим. И петлю там с последних двух одну поставил. Че их возить? Пускай стоят, может, работает. Интересно, блин, у меня тут вверху где-то километра 3-4. Так-то хорошо уставлено. Если по речке пройдут, то по тропкам-то хорошо выставил. Отрезочек такой. Интересно, там были, не были? Не были эти волки. Тут на буранку выскочили. И давай там взад-вперед бегать. Крутиться, наверное. Взад-вперед бегали, думали, вверх идти, вниз идти. По буранке-то легко же бежать. Думали, наверное. И все-таки пошли вниз. Пошли вниз они. Километра 3 отсюда. До туда дошли и свернули в лес. А тут, и видишь, они выскочили. Ладно.